Вот, мы уже в эфире. Добрый вечер. На телеканале АТР в пятницу Мызмызлар, и мы ее ведущие, Эмилия Джипар и Осман Пашаев. А в студии, мы уже начали разговор, режиссер, журналист, культурный обозреватель, критик, человек и пароход Сергей Пальчиковский. Викторович. Добрый вечер. Добрый вечер. Жаль, что не пароход еще, но может быть когда-нибудь. Будем говорить о театре, о кино, о телевидении, о книгах. О жизни. Мы как дилетанты, как люди, просящие совета какого-то, и как критик, и как человек, который, может быть, посоветует нам что-то, что смотреть, что читать, куда ходить. Ну вот так вот. И сразу вопрос. Вот сейчас вы в основном пишете для крымских изданий. И для крымского издания. Да, для одного. Да. Сейчас я работаю для одного издания. И здесь, вот в Крыму, в Симферополе, когда все всех знают, но насколько сложно критиковать, вот, прежде всего, как телекритик. Вот покритикуйте какой-то из театров, и все. Ну, поссоритесь с кем-то. Вот как, хотя надо, например, ставить спектакли в русском театре. Вот. Ну, Осман, мне легче в каком плане? Я давно со всеми поссорился уже. С кем вот можно было поссориться. Я уже давно со всеми поссорился. Теперь мне остается только как бы, ну, поссорившись, что можно делать? Можно мириться, чтобы потом опять поссориться. А как вы это делаете? Как вы миритесь? Да никак, жизнь подсказывает это. Ну вот до какого-то этапа доходят отношения, ну, до какой-то точки, ну, мы прекращаем отношения. А дальше показывает жизнь. Иногда возникает какое-то примирение, возникают новые проекты. Почему бы их не осуществить? Какие проекты у вас сейчас возникают? Сейчас у меня главный проект – это мой театр 75/1 в Крымском университете культуры, искусства и туризма. Это мои ребята, мои студенты, мои выпускники, уже которые работают и педагогами, и артистами в крымских театрах. Ваша дочь Вероника, актриса этого театра. Вероника актриса, Вероника педагог, прежде всего сейчас. Она преподает в университете, и она играет. 10 лет уже в театре. Отец критик? Или же, вот как вы относитесь к ее творческой деятельности? Ну, начинала она очень тяжело, потому что когда она пришла ко мне учиться на первый курс, она ничего не могла. Она просто ничего не могла, она пришла после школы, и я не давал ей ни одной приличной роли. Она стакан воды, вот вы вывели ее в спектакль «Стакан воды», стакан воды. Да, который вы поставили в русском театре. Ну так «Стакан воды» это прошло уже, извините, пожалуйста, с ее первых сценических опытов, наверное, 9 или 10 лет. Это достаточный срок для того, чтобы человек показал, может он что-то делать в нашем деле. На самом деле мы здесь умничаем о том, что Сергей Викторович поставил «Стакан воды», я узнал только вчера из интернета. А еще он получил лучшего режиссера за и это. Я на самом деле хорошо помню фильм. Это был мой любимый фильм. Ну, там, было дело, да. Фильм, который в Советском Союзе поставили. Да, Лавров там играл, с Лавровым, Демидова, с Белохвостиковой в роли королевы да, Анны. Анны, да, вот. да. Я не представляю, как вот у меня других образов нет, кроме этих. Вот браться за такое кино, которое хорошо было поставлено. Ну, Осман, тогда ничего нельзя больше ставить. Тогда Гамлета тоже нельзя ставить. Один раз поставили и хорошо. И больше не надо его трогать. Даже если есть канонические какие-то произведения, но все равно проходит время, проходят годы, и ты по-новому на эти произведения смотришь. Ведь мы не сравниваем себя с Демидовой и с Кириллом Лавровым, и с этим фильмом. И с Белохвостиковой вроде. С Белохвостиковой тем более мы не сравниваем себя. Все-таки королева. Вот. Ну, мы поставили другой абсолютно спектакль. Мы поставили веселый достаточно спектакль, музыкальный спектакль. Мы как бы привели в порядок ту систему образов, которая была у Скриба изначально. Ведь в фильме, допустим, резко убрана роль Абигайль, там оставлена только вот чуть-чуть, там весь упор. Фильм был сделан для Демидовой, для Лаврова и для Белохвостиковой, для 3 актеров. Все остальное было купировано очень сильно. В пьесе не так. В пьесе полноценные образы и Абигайль, и Артура Мэшема. Поэтому мы, конечно, сильно очень сокращали пьесу, но мы попытались посмотреть на эту пьесу глазами людей 21 века. Все-таки со времен фильма режиссера Карасика прошло уже не одно десятилетие. А люди 21 века готовы к драматургии? Вот любят комедию, любят антрепризы, что и сейчас мы и видим в современном театре. Люди 21 века готовы ли к драматургии? Как вы считаете? Я считаю, что они чуть-чуть развращены сейчас тем, что искусство перестало их учить чему-либо, а действует просто им на потребу. Вот раньше пугали этим, искусство должно учить. Это страшно. Зачем я пойду в театр, чтобы меня кто-то учил? Меня и так в жизни все учат. Я еще пойду зачем в театр ходят? Сейчас? Да. Отдыхать. Отдыхать. Релакс такой. Мне кажется, кино есть для этого, нет? Отдыхать. Почему сегодня жанр номер один – это комедия? Во всех ее видах, во всех ее проявлениях. Это комедия. Другой вопрос – как развлекать?
Если бы развлекали всегда на хорошем уровне, ничего плохого бы в этом не было. То есть Ничего. все-таки наступило то время, которое, помните, была «Москва слезам не верит». Скоро не будет ни театра, ни кино, будет сплошное кино, сплошное телевидение. интернет-телевидение. Осман, Интернет я хочу разрешение. вам сказать, театр будет всегда. Театру предрекали смерть уже не один раз. Не один раз. Был такой режиссер великий Михаил Ром. Он вообще написал работу, где он заявил о том, что театр просто умрет. Вот-вот. И театр умрет, и наступит эра кино, а затем эра телевидения. Так, как мы видим, театр жив. Театр – это самое как бы примитивное из всех искусств. И вместе с тем оно очень такое стойкое. Оно во все времена как бы мимикрирует, и оно нужно людям всегда. Коврик постелил, вышли два актера. Это уже есть театр. А вот современный гражданский театр, вроде «Гражданин-поэт». Ой, я вас Как вы? умоляю. Как вы к нему Давайте вот относитесь? Вот у нас, попросим да. режиссеров поставить нам кусочек этого, и он у нас в эфире. Но движется эпоха, меняются числа, прежнего веселья не видно ни в ком. Казак притомился, как-то изловчился и сам же на ведьму вскочил верхом. Ах ты, басурманка, ах ты, зараза, пока ты тут хозяйкою гуляла в дому, натратила червонцев, напокупала газа, да я тебя поленом, да я тебя в тюрьму. Таки в тюрьму. События сегодняшнего дня. Это да. 1 июля И Тимошенко. всегда отражается вот театр, современный Вот спрос. театр. То, что началось в интернете, да, то, что смотрели вот как бы для узкого круга, то, что говорили для жителей Садового кольца в Москве, теперь собирают полные залы в крупных городах России. И это не оторванный от жизни театр, да, это не театр, который там законсервирован и где-то там живет отдельной своей жизнью. Или у вас какое-то другое отношение к тому, что делает Нет. Ефремов и Быков? Я считаю, что в театре может быть все абсолютно. В театре приемлемо все. Лишь бы это находило какие-то пути к человеческому сердцу. К человеческому сердцу. Если зритель на это откликается, это может быть. В театре нет такой препонов. театр находит для путь к кого-то вашему да. сердцу? Нет. Например? Почему? А я не знаю. Я люблю другое что-то. Я Неужели не так знаю. зачерствело сердце? Ну зачем мне? Ну что? Ну агитки вот эти. Ну, я не знаю. Я особенный какой-то человек в том плане, что я современный человек, но я немножечко люблю что-то из того времени, может быть, которое ушло, хотя я не живу вчерашним временем совершенно. Ну, не знаю, я на какие-то вот... То есть гражданскую позицию надо оставлять вне театра? Вы знаете что, да, уж слишком много вот этого вот. Раньше в театре всегда это выявлялось. Я люблю вечные больше вещи. Вот вечные. Вот я люблю больше вот любовь. Вот я люблю больше человеческие какие-то отношения. Вот понимаете как? Ну, есть сиюминутное, а есть вечное. Ну, все-таки мне кажется, что театр, он больше... А для вот таких вот вещей, ну, есть же и телевидение, есть, в конце концов, какие-то жанры эстрадные там и так далее. Если говорить о драматическом театре, я люблю смотреть истории, где я вижу глаза людей, где я им сопереживаю, где я что-то чувствую. Я потом старомоден. У меня вот тут ощущение какого-то такого противоречия. Вы поставили стакан воды, в котором прежде всего были политические интриги. Не только любовь Абигаил и Артура, Но там есть и любовь. Есть любовь, Там но есть там и были любовь. политические интриги. Но там нет такой политической интриги, которая была в фильме «Карасика», где все было сосредоточено на Аллу Демидову и на ее желчь. Здесь такого нет. Здесь все крутится вокруг любви, как в пьесе «Скриба». В пьесе «Скриба» главное не политическая интрига. В пьесе «Скриба» главное, что женщины все, 3 женщины, королева Анна, герцогиня Мальборо и Абигейль Черчилль, они все столкнулись в жуткой битве вокруг юного, дурного, но красивого Артура Мэшема. И вот и судьбы стран, судьбы людей решаются благодаря перипетиям любовных интриг. Что такое не женская политических. любовь, как вы считаете? Вот я как женщина хочу вас спросить, мужской взгляд на женскую любовь, что это такое? Никто не знает этого. Это загадка. Я бы был просто идиотом, если бы я пытался разгадать эту формулу. Осман, а ты Никто ее не разгадает никогда. Мы можем только внутри как-то это пытаться разгадать, но мы не разгадаем. Этим любовь и прекрасна, и женская любовь этим прекрасна, что мы никогда не дадим рецепт этого, что это такое. Но без этого мы не можем жить. В Крымско-Татарском театре вы хотите что-то поставить?
Да, конечно, мы давно с Белялом Беляловым, кстати, у которого сегодня день рождения. Вот. Да, поздравляем. Белял Шевкетович, Хайрлы можно яшна. поздравить День его, рождения. да. Мы давно с ним обсуждаем этот вариант, и я хочу поставить. Мы говорили с ним о Мольеровском Тартюфе, еще каких-то пьесах. Обязательно поставим. Мы только название вот как бы выработаем, и мы обязательно поставим там что-то. Есть мысль, что он адаптируется к крымскому зрителю, считая его незрелым к драматургии, к сложным произведениям. Как вы считаете, крымско-татарский зритель, что интересно крымско-татарскому зрителю? Я считаю, что крымско-татарскому зрителю интересно все. И я не могу называть этого зрителя незрелым, ни в коей мере. Но я вижу, как работает, допустим, Крымско-татарский театр. Он на сегодняшнем этапе, он пытается этого зрителя завоевать, то есть приучить его к театру. А приучить его можно как? Приучить его можно, показывая ему какие-то простые, сердечные, жизненные истории. Поэтому я понимаю, что там сейчас ставятся произведения определенного порядка, определенного рода, на который зритель идет. Опасно зрителя сразу как кувалдой бить по голове какой-то сложной драматургии. Понимаете как? А что может быть? То есть, кроме например, кувалды? Чехов был бы сложной драматургией для крымско-татарского зрителя? Ну, может быть, я не знаю, может То есть быть. зритель Сегодня, это такой да, малыш, завтра да? нет. Вот он малыш, его сначала... Он не малыш. ему Он не Есть малыш. Чехов, дальше Шекспир. Он должен получить привычку приходить в этот театр. Боятся как это- отпугнуть зрителя сразу слишком сложной драматургией. Боятся отпугнуть. Вот в этом вот... Не в том дело, что зритель малыш. Отнюдь. Отнюдь. Зритель умный, хороший, нормальный. Подожди, если он приходит развлекаться, да, будет ли он ходить думать в театр? Сильно думать сегодня, ну не знаю. Но если спектакли хорошие будут, то будет думать. Так а думать, потому что зритель не готов думать, либо потому что не дают зернышки, не высыпают в эту почву для мысли, для размышления. То есть это проблема театра, либо зрителя. То есть театр незрелый, не готовый давать серьезную драматургию, либо же Театр зритель. боится отпугнуть, вот я еще раз повторяю, театр боится отпугнуть зрителя, который к нему приходит. Это как приманка, зрителя надо приманить. Это бизнес сегодня. Зритель должен дорогу хорошо знать в этот театр и знать, что ему там покажут то, что близко его сердцу. Театр понимаете? это бизнес сегодня, как вы считаете? Конечно. Конечно. На большом уровне, конечно, бизнес. Вы же посмотрите, сегодня все сведено к антрепризам и к тому, сколько заработал тот или иной спектакль. А давайте вот... Сегодня о качестве спектакля сегодня практически никто не говорит. Говорят, сколько он заработал. Что такое театр в 3 словах? Вот вы, как человек, который в этом живет. 3 слова Ой, для театра. театр – это модель мира, которую я выстраиваю у себя в зале, и мне интересно. Модель Но мира. Это те истории, которые я рассказываю своим друзьям, своим близким, своим знакомым, себе. Истории эти я рассказываю, пользуюсь помощью великих драматургов больших, Чехова там, может быть. Какую историю которого я очень хотите люблю. рассказать? Я рассказал только что историю дяди Вани. Я назвал спектакль «Дядя Ваня. Миражи». И мне очень понравилось, что мы с молодыми людьми достаточно как-то попытались понять эту пьесу, которую всегда все считали нудной, жуткой, где сидят 50-летние мужики и ноют о том, что жизнь не удалась. Вот как это сыграть 20-летним, 30-летним людям? Но мы попытались это сделать. О нашем спектакле можно говорить что угодно, но он не скучный. И чеховские мысли там присутствуют. А давайте к фестивалям перейдем. Пожалуйста. Крымский ковчег. Знаю такой фестиваль. Как вы относитесь к нему? Какие работы были, с вашей точки зрения, наиболее удавшимися во время? Я отношусь к фестивалю этому позитивно. Я все спектакли смотрел, которые были на этом фестивале. Там было очень много разного. Были интересные спектакли Киевского театра имени Леси Украинки. Были хорошие спектакли Омского театра. Да много там где. Балет мексиканский знаменитый, который приезжал несколько лет. Балет Глории Контрерас. Это мексиканский балет, осман. Это такая экзотика. Это такая экзотика. Они несколько лет подряд к нам приезжали. Полный зал, битком. На ура их принимали. Я хочу вернуть то, что хотел в начале разговора. Гражданскую позицию оставляем вне театра. Да? Ой, театр сегодня, это да, к пожалуй. вечному. Но тогда театр приходит в реальную жизнь, вот в гражданскую жизнь. То, что, например, в той же России теперь руководитель избирательной кампании, режиссер, да, президентской, путинской избирательной, президентского, он премьер пока еще, но будем считать уже Да нет, президентской. уже президент. Уже Да, Станислав Говорухин. Вот это что? То есть, как бы теперь законы. То есть не политологи, не политтехнологи должны, А вас еще там режиссер. что-то удивляет, да?
Нет, я Да у вас не хочу знаю, узнать. То есть, как меня бы, это уже не удивляет. Ну, Говорухин, ну, кто-то другой там будет. Шекспир еще в свое время сказал, что мир театра, люди в нем актеры. Ну, сегодня они обратились к людям за поддержкой. Они считают, что это авторитеты сегодня. Ну, Говорухин действительно похож на авторитет. Он в свое время сыграл в Васе преступника, авторитета, Крымова такого вот. Так что вот он действительно похож, производит какое-то впечатление. Ну, может быть, это как спасительный какой-то круг, что они обратились вдруг. Но вот, а гражданская позиция той же Лии Ахеджаковой, вот по я вас Фейсбуку умоляю, говорят, ну какая у актера может быть гражданская позиция? Ну не говорите такого. Нельзя, не никогда. должна быть. Никогда в жизни. А у актера одна цель нравится. Мужчина ли это актер, женщина ли это актер, у него одна цель нравится. То есть это такие полулюди, да, актеры они? Полулюди. Некоторые их называют даже страшнее. Они их называют коконом, внутри которого ничего нет. Страшно. Я не знаю, правда это или нет, может быть, это слишком резко. Но актеры – это особые люди. Вот давайте говорить. Я никогда, не случайно, вот любой поход актера во власть, а такие походы были, когда в парламент шли и Басилашвили, и кто-то еще, и Ступка был министром культуры. Все вот такие походы во власть, они закончились. Ну, Ничем. президентом Штатов был Да, Рональд ну, Рейган. перестаньте, это что вы, Голливуд, это Голливуд. А что такое Это Голливуд? туда. Голливуд – нормальная киношка. Киношка. А что Голливуд? Там есть хорошие фильмы, там есть дрянные фильмы. Ну, как Но про- актер был президентом и удачным президентом целой Ну, страны. был, да? да, ну перестаньте. Ну, Нет? что он президент? Кто-то за ним там стоял, а он, как он в ковбойских фильмах в шляпе скакал, так он и смотрел вот так вот на всех своим ковбойским взглядом. Я не понимаю, я не думаю, что он был вот таким вот архипрезидентом. Мгм. А вот попытка оживить провинциальный театр, приглашая звезд. Вот, то, что было лет 10 назад, когда пригласили в Крым Квинихидзе, и он возглавил украинский Зачем его театр. позвали сюда? Вот вы скажите мне, вот что он сделал в результате? Ну, вам Позвать лучше можно кого угодно. Позвать можно кого угодно. Что сделал Квинихидзе для украинского театра? Он поставил один спектакль под названием «Версальская история». Спектакль на русском языке. Музыкальный спектакль на русском языке. В украинском театре. В украинском театре, который должен, по идее, ставить спектакли, прежде всего, на украинском языке. Что бы мы ни говорили, про Крым там и так далее. Но если это украинский театр, он должен... Он поставил эту бесаевскую историю, носился с ней там и так далее. Хорошо, а вы в крымско-татарском сможете поставить на крымско-татарском языке? Я нет. Я поставлю на русском, но вместе с тем будет работаться вариант крымско-татарский обязательно. И мы выпустим 2 варианта. Я буду ставить на русском, а варианты будем готовить 2. И вы постоянно на режиссерской площадке вы будете и в крымско-татарских репетициях тоже находиться, да? То есть вы будете... Конечно. А как я смотрю крымско-татарский спектакль на Кстати, а как крымско-татарском вы смотрите? языке? Вот мне хочется понять, как вы Честно, смотрите, да, на я крымско-татарском... разговариваю с Белялом до этого. Он мне рассказывает в 5 минутах как бы скелет сюжета. А потом я иду и с удовольствием слушаю и крымско-татарскую речь, А и что-нибудь понимаю, знаете? а как я смотрел Некрушуса, дядю Ваню на литовском в Ялте, я прекрасно понимал все. И не потому, что я читал когда-то дядю Ваню, нет, все понятно. Когда хороший театр, там все понятно, на любом языке. А какие крымско-татарские слова вы знаете? О, я знаю какие. Давайте. Сейчас. Сахол. Сагол. Сагол, правильно, Алла да? Разолса, Сагол, это да, пожалуйста. да. Я знаю, что такое баба. Отец. Ну, еще знаю там всякие. У меня есть 2 книжки, мне Белял тоже подарил. Крымско-татарский разговорник. Я иногда их открываю, читаю их так понемножку. Ну, пытаюсь как-то. Вы у нас постоянно в новостях появлялись в эфире репортажи, критикуя то, что все допремьерные показы в «Спартаке». Кинокритика. Я очень люблю вашу девушку, которая всегда ко мне подходит. Я забыл, как ее зовут. Мавилия. Мамелия Халилова. Она всегда ко мне подходит после сеанса. И вы все критикуете, все равно ходите. Вам все не нравится. А вы это с моя таким- обязанность. Был такой критик старенький в Амхате, Павел Марков. И он говорил всегда, что критик должен шляться. Критик должен шляться. Критик должен идти и смотреть все абсолютно. Нравится ему это, не нравится. Много приходится шляться. И где? Да. Не, ну я уже шляюсь, конечно, выборочно. Я уже не так, как раньше. Сейчас я уже выбираю, куда я хочу пойти, куда я не хочу пойти. А что касается кино, извините, пусть они снимают хорошее кино, я тогда не буду их ругать. Но я же не могу Высоцкого не ругать, когда они на экране трупа показали, ходит вот это вот сконструированный робот, который к реальному, к настоящему Высоцкому не имеет никакого отношения. Хорошо, вы ходите в кино, в театр, вы работаете. А как Сергей Пальчиковский отдыхает? Работая.
Ну, что приносит? Вот как вы проводите свой досуг? Тоже работая? Не, ну я отдыхаю дома, у меня дом Вы хороший. любите спорт? У меня хорошая жена, спорт люблю. Но спорт Болеете за люблю, «Спартак»? я уже... А? За «Спартак» болеете? Ну, это у вас старые уже данные, Да, вы это откуда-то домашние взяли. заготовочки. Я болел раньше за «Спартак», А теперь? за тот «Спартак», который был настоящим «Спартаком». А теперь я не болею... Нет, я болею чуть-чуть, болею за испанскую «Барселону». Очень красивую команду. Интересно, Осман, и футбол уже не тот, и кино, Что и про театр. футбол тебе всё стало не неинтересно тот уже как-то. дослушивать, по-моему. Я тут как про Барселону я оживился. Да? Давай, давай. Нет, я Барселону очень люблю, потому что это как театральная хорошая труппа, где я вижу все амплуа, и где я вижу живых людей, которых можно хоть в кино снимать, хоть в театр. Они будут интересны всегда. Каждый из них, вот Пуйоль с его волосами, вот это вот, которые вот так вот развиваются по ветру. Хави, который похож Можно на было, Чарли конечно, Чаплина. повторить. Месси, великий Месси. Пике с его Шакирой. То Там, есть и так далее. великий театр сегодня в футболе. Футбол, конечно. Великого футбол. театра нет, но в футболе он есть. Я с вами согласен абсолютно. Удивило то, что вы стали писать, обозревать Евровидение. Неужели вам это интересно? Евровидение? Да, вот прочитал. Последний. Разве? Да. Вы уже забыли. Я забыл. А я Как? часто Как? забываю. Азербайджанцы победили на нем. Еще вам... Евровидение конкурсе был? Конкурсы. Да-да. Ну, конечно, пишу иногда, да. 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 Ну, это конкурс такой тоже. То Давайте есть не сейчас будем. эстрада это тоже круг ваших интересов. Тоже Приходится. Вообще футбол хороший больше, чем эстрада. Я не люблю эстраду, мне они надоели. Мне надоело жить тем, за кого вышла замуж в очередной раз Алла Пугачева, кто родился у Киркорова. Мне это надоело. значит, вы Дочь знаете, родилась кто- у Киркорова, Да и за я-то Галкина знаю вышла все, но мне Пугачева. это надоело безумно. Я не хочу этого знать. Они мне все сточертели. Вот, То есть в Крыму честно вам говоря. ничего на эстраде не интересно? В Крыму? Да. Нет, Или вот в я Крыму? был на конкурсе, вот, который, кстати, проводил ваш телеканал. На «Татлысес», «Татлысес», да. да. Очень интересный конкурс. Мне очень ребята все понравились, участники, и очень понравились люди, которые их готовили, и которые сидели в зале, и прямо за них вот так вот держали кулачки. Артисты Крымско-татарского театра, они сидели, я с ними рядом сидел, с Меметовым, там, Алие сидела, Тимиркаяева, они все сидели прям, как они за этих ребят переживали. Вот это настоящее. И дети там были нормальные. Нормальные были дети. А не те, которые в 10 лет поют «Ты целуй меня везде, мне 12 уже». Понимаешь? А вы за своих деток держите кулачки, за ваших актеров? Кулачки уже нет. Нет. Я слишком много в них вкладываю, и я много лет их воспитываю, и я уже знаю, что они меня вряд ли подведут, потому что со мной остаются люди моей группы крови. Я за них уже так вот... Конечно, я переживаю ужасно. Некоторые спектакли я даже и не смотрю, потому что я так устаю после того, как мы их выпустили, что я даже и не смотрю. А некоторые смотрю, прихожу и сижу и смотрю полностью. Переживаю, конечно. С телевидением. Это наиважнейшее из искусств. Да нет, ну перестань. Зачем решать, что важнейшее, что не... Надо все воспринимать. Я люблю все. Я люблю театр в каких-то его проявлениях. Я люблю кино, хоть и ругаю его. Ну и что ругаю? Ну ладно. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Я ж не делаю свое мнение обязательно. для «Татлысес» вам понравился, но в стране очень много форматных талант-шоу, да? Масса детей, людей проходят эти талант-шоу. Вот как-то Джамала в одном из интервью недавно сказала, что потом наступают трагедии. Людей 3 месяца показывают по телевидению, В этом они я становятся популярны, а не рынку столько не нужно, да? И талантов столько не может быть, в конце концов, да? То есть, Я в этом согласен. талантов может быть. Я в этом согласен абсолютно Много. с Джамалой. Талант должен появляться естественно, органично, а не методом вот этого вот просеивания, отбора и так далее. Это все искусственные фигуры, которые потом действительно они растворяются где-то, и их путь это кануть в вечности куда-то. Я терпеть не могу все эти голосы краины, все эти шансы, терпеть не могу. Но когда Там я же об есть этом реально пытаюсь талантливые- писать, Да. Там же попадаются но талантливые когда ребята. я об этом пытаюсь писать, мне говорят, ты что пишешь? Люди смотрят эти конкурсы, не выходят из дома, сидят, закрывшись в своих домах, переживают. Ну, наверное, есть такие люди, но я не люблю это. Конечно, там есть талантливые, конечно, но талант, он должен прорастать естественно, как цветок из земли появляется. Он должен естественно прорастать, а не быть искусственно где-то в пробирке выращен. Терпеть не, вот не люблю, ну не знаю, не люблю.
Не люблю. Ни «Фабрики звезд» эти не люблю. Все, что искусственно, все, что нарочито, все, что поставлено на поток. Не люблю. Вот от «АТЛСС» мне чем понравился? Вот нету там этого душка. Запашок. Нету там вот этого запашка вот этого. Нету. А А чем там пахнет? есть- Атмосфера. там есть детки. Там есть детки очень обаятельные, очень хорошие. Выступающие соответственно своему возрасту. Соответственно, а не играющие в какие-то вот круг-дозирок, понимаете? Ну, хорошие дети, вот объективно хорошие, это видно. Профессиональному человеку это видно. Дети хорошие на ТЛЦС, а в театр вы рекомендуете все-таки в Севастополь ездить, да? Вот, Нет, я рекомендую везде ходить и смотреть. Иногда плеваться, иногда радоваться, иногда все смотрите. В Севастополь ездите, там тоже интересно. А из последнего удачные постановки у нас в Крыму, в русском драматическом? А вот что? это Украинском я не просто буду, это я не нет. буду говорить. Нет? Да. Нет, я не Может, буду в говорить. каждом выделите что-то или нечего? Нет, я не буду говорить. Я не хочу это говорить, потому что это дело такое, понимаете, это вкусовое очень дело. Одному нравится одно, другому нравится другое. Меня часто друзья спрашивают, на какой спектакль пойти в театр? Так, а Не если знаю. критика, это тоже вкусовое дело? Конечно. Это субъективное? Конечно. А интересно это то, что субъективно. А что такое объективно? Это сложить все мнения и поделить? Нет, субъективно. Но другое дело, что этому человеку, который критикует, ему надо доверять. Если ему доверяют, это нормально. А потом критика, я еще раз повторяю, критика это не указ вот это вот. Вот это плохо, вот это хорошо. Это мое мнение. Вы верите моему мнению хорошо? Не верите, это ваше право. Это в каких-то странах мнению критика авторитетного верят безоглядно. И если в Америке написать, что это плохо, никто не пойдет на этот спектакль. А если у нас написать, что это плохо, все побегут. Потому что у нас любят скандалы, реклама. О, раз пишут плохо, значит это пойдем посмотрим. Униженных и оскорбленных. Да. Ну, если, как вы сказали, по эстрадам, по театрам надо, вашими словами выражаясь, шляться, да, чтобы Да. видеть, даже если не нравится, то те же сериалы, телесериалы, которых огромное количество, можно смотреть, вот не выходя из дома. Включил телевизор и смотришь. Вам вот этот вид, как даже, как, не знаю сказать, фабрики или производства, да, индустрии, Ну, я попадаются же- же удачные вещи какие-то. Ну, наверное, да. Только вот процент этих удачных вещей, не знаю я какой процент. Небольшой, мне кажется, процент. Ну что, мы не победим этого. Ну, есть сериалы, пусть и не А будут. что, нужно побеждать это? Да вообще, вначале, да, хотелось. Почему? Да потому что столько дряни было в этих сериалах всех. Ужасно. Вот. Да и сейчас вот эти вот обручальные кольца, все вот это вот все. Ну, какие-то вещи попадаются, не знаю, смотрю. Как-то вы грустно, вам грустно Понимаю. стало. Мне что- грустно, потому что Пошлость. один сериал на другой, на третий, на четвертый, на пятый. Так и думаешь, что вот не выходя из квартиры... Ну, как это должна же быть, как у режиссера и актера, солидарность с актерами, они могут заработать, во всяком случае. Не, в у таких меня сериалах. солидарности нет. Нету, да? А что мне? Они же со мной не делятся. Что я должен с ними быть солидаризирован? Я понимаю прекрасно, что они свою копейку зарабатывают. Им абсолютно пополам, какой сериал, плохой или хороший. Им бы лишь бы сняться и снять свои Ну деньги. хорошо, а вот в провинции, ладно, в столицах это такой способ заработка. Как выживают актеры здесь? А то же самое здесь. Вы знаете, сколько в Севастополе и Велте снимаются актеров крымских? Не знаете? Вас приглашали? Сниматься? Да. Да, в прошлом году, первый раз. Кого вы сыграли? Я сыграл генерала милиции. И как вам в роли генерала Я еще милиции? не видел фильма самого. У кого вы снимались? Называется «Хозяйка тайги 2». Вот этот фильм. Записи. Он еще не был Хозяйка. в фильме, но у меня было, Хозяйка у или меня было хозяйка? целых, Это сериал, да? Это да, сериал. у меня было целых 2 съемочных дня, 2. У меня даже слова были. И во втором съемочном дне я захватывал даже какого-то оборотня в погонах. Я захватывал с ОМОНом, мы приезжали в лесу к какой-то избушке. есть вы И я так- кричал, бросай оружие. А сериалы- Хомячок, бросай оружие! Я кричал ему. Это очень смешно было. Очень смешно. Смешно, потому что бездарно или смешно? Нет, откуда я знаю, может это гениально будет, я же не знаю, я фильма-то не видел. Мне смешно было, что я вот вдруг, как это говорят, на старости лет вдруг вот это вот позвали меня. А первая сцена кабинетная была, там хорошо, то, что я люблю. Я сидел вот так вот, вызывал этого же Фомичева, отправлял его на пенсию там и так далее. Это хорошая сцена, кабинетная. Сергей Викторович, вот я бы не выжелал ни ребенку, ни близким друзьям вот хлеба актера, на самом деле. Я видел там
как они ходят по кастингам, желают понравиться. Это столько стрессов, это часто это сломанные судьбы зачастую. Вот, как бы, вот вы бы желали? Учатся так же, как и многие в университетах 5 лет, да, то есть там поступают по на какие-то бешеные конкурсы на эти отделения и в Карпенко-Каровой, в Поплавского, и потом неизвестно. Но дочь-то актриса. Дочь Нет, актрисы, нормально, но я не... Вы же понимаете, ну кто заставляет их идти в эту профессию? Идя в эту профессию, ты всегда понимаешь, что с одной стороны тебя ждет успех, популярность, аплодисменты, отношение в обществе к тебе, как к звезде и так далее, а с другой стороны тебя ждут утраченные иллюзии, связанные с тем, о чем говорите вы. Избирая эту профессию, нормальный человек должен осознавать, что жизни нормальной у него не будет. никогда, никогда. Поэтому у меня много знакомых среди актеров, я к ним хорошо отношусь, очень по-человечески. Но это тяжелая. Казалось бы, такая же профессия, как многие другие, но тяжелая. Она связана часто с разочарованиями, с зависимостью. Дадут роль, не дадут, снимут с роли, не снимут. Вы говорили в одном из своих интервью, что безумно любите Крым. Вас приглашали работать в столицу. Было когда-то, да. И в Киев, и в Москву было когда-то такое. Но я люблю очень Крым. Я вырос здесь, я родился здесь, в первом роддоме. Я живу сейчас в том доме, в котором родился, вот на улице Киевской. Это частный дом, который строил мой дед в свое не время. было ощущения, что они там не дореализовались, да? Нет, Не было абсолютно, там- нет. Я абсолютно реализованный человек, и у меня даже полумысли такой нет, все бросить и куда-то. Дело не в том, в каких обстоятельствах реализуется человек. Дело в самом человеке. Ну, вы сказали же, что я сейчас не критикую, а обозреваю. Почему перестали критиковать? Нет, я критикую какие-то вещи, допустим, вот те же сериалы, тоже кино, критикую. Что касается крымских театров, ну вот мне кажется, тема исчерпана. И не в том дело, что я боюсь с кем-то поссориться. Я уже ничего не боюсь вообще, абсолютно ничего не боюсь. Но просто тема крымских театров, она исчерпана, на мой взгляд. Ну что толку критиковать, если как бы оно все равно остается таким же, как бы. Что толку критиковать украинский театр? Они на меня всегда обижались. Хотя я писал про них исключительно правду в свое время. Ну правду писал. Вот какой был спектакль, я так и писал. Почему ты про нас так написал? Ты Вы нас же не говорите, что это любишь? дело вкуса, это субъективно ваше мнение. Возможно, Естественно, ну естественно. А как многие правда, ваша относятся правда. так, что вот ты написал, это ты всем, значит, вот эту вот заразу отношения к нам привил плохое. Ну это глупость. Ну я написал, ну кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то согласился, кто-то не согласился. Господи боже мой. А поводов для критики, Осман, ой, включите телевизор один день, посмотрите, можно столько найти поводов, вы же понимаете. В Бывает, я критикую, бывает, я обозреваю. предновогодней программе сегодня у нас был режиссер, театральный и кинокритик Сергей Пальчиковский. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо и вас. Мне очень приятно было у вас быть. Я впервые на АТР, и мне здесь хорошо. А зрителям хочу сказать, что в следующей нашей программе, уже после Нового года, в гостях у нас ожидается стилист Ильяс Сахтара. С наступающими праздниками. До встречи.